Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Четверг, 17 июня, на «Эхе Москвы» в Уфе мы начинаем очередной уфимский разворот. И для всех это сигнал, что 8 часов утра с небольшим у нас в башкирской столице. У микрофона сегодня Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев и звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире и на Ютубе тоже. Пишите свои сообщения, реплики, вопросы и так далее. Это можно делать еще по телефону +7 927 304 10 51. Пишите, конечно же, и мы с удовольствием ваши вопросы будем продолжать зачитывать, в том числе нашим гостям, несмотря на то, что некоторым гостям, к сожалению, это не нравится. У нас сегодня традиционный обзор прессы, фрагмент вчерашнего эфира «Персонально ваш» с Ильдаром Ишеевым, директором компании «Алтын Курай», которая пытается, скажем, решить проблему со строительством мечети Ар-Рахим. Голосование. Во второй части сразу две темы мы обсудим. Поговорим на тему медицины с координатором профсоюза действия в Башкирии Антоном Орловым, что у нас там с больницами, с ковидом, нет ли затруднений уже, да, с госпитализацией. И с одним из лидеров общественного движения «Дворы наши» Леонидом Бирюковым обсудим то, что у нас происходит с незаконными, по мнению активистов, вырубками, стройками и, в принципе, вот всеми этими конфликтами, которые имеют место быть между муниципалитетом, Уфой в данном случае, и жителями некоторых улиц и дворов нашего города. Они проводили сход как раз на днях. Вот с Леонидом это тоже обсудим, я думаю. Короче говоря, есть о чем поговорить, поэтому давайте перейдем к обзору прессы. Вы знаете, Руслан, вот обзор прессы, да, мы с вами каждый день читаем источники разные совершенно, в том числе и пропагандистские, и независимые, свободные и так далее. Условно независимые тоже да, читаем. Да. И как хорошо, я называю их относительно независимыми, как хорошо, что на самом деле мы с вами живем в реальности. Потому что вот вчера вечером я подумал, как хорошо все-таки понимать, что происходит в этом мире на самом деле. Да, понимать бывает непросто. Для этого, наверное, надо прилагать какие-то усилия, в том числе над собой, и, в общем, производить какой-то мыслительный процесс, но, в общем, не всегда это получается быстро. Начнем с пруфов. Банка с пауками или бег с корабля, из-за чего серый кардинал Ринат Баширов покидает администрацию главы Башкирии. Обозреватель портала Рамиль Рахматов, разобрал пока еще возможный уход с должности Рината Баширова, заместителя руководителя администрации Радия Хабирова. 15 июня эта информация появилась, и я процитирую, соответственно, так, если реклама тут уйдет, то я смогу, соответственно, увидеть каким-то образом. Информация о возможной отставке многолетнего соратника главы республики, бригадира в кавычках, на первый взгляд грянула как гром среди ясного неба, пишет Рахматов. Однако причины и поводы для этого накапливались годами. Что стоит за увольнением серого кардинала башкирской политики и как это влияет на ситуацию во властных коридорах, как раз-таки дальше и рассуждает Рамиль. Очень незаурядный человек, пишет Рамиль о Баширове, который при множестве провалов сумел стать поистине незаменимым для Радия Хабирова. Тем не менее, даже в нынешней администрации Ринат Рашитович собрал солидный бэкграунд ошибок и провалов, утверждает автор. Еще при Хамитове он сильно удивлял информированностью, умением выявлять и обозначать проблемы и ошибки, но затем сложилось впечатление, что данное умение ему нужно не для исправления ситуации, а для вхождения в различные вкусные темы. И речь уже шла не о наведении порядка, а скорее о переделе сфер влияния и экономических интересов. И дальше идут разбор отдельных кейсов. Сибайский провал, заработки на пандемии, транспортной реформе в Уфе. Дальше позор Башкирии, это по поводу мечети. И, соответственно, хоккейный клуб «Салават Юлаев». Более подробно, конечно, можете, кому интересно, почитать на пруфах. Ну да, говорят, что все-таки он вроде бы как-то где-то займет место в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Ну, это на уровне слухов пока что, домыслов, и так далее. Есть такие, что отпуск на самом деле закончится, и все будет хорошо, как и прежде. То есть официально еще это не подтверждалось никем. Это надо отдельно подчеркнуть, конечно. «Эхо Москвы» в Уфе. Вопрос об обязательной вакцинации в Башкирии будет рассматриваться на ближайшем заседании оперативного штаба по ситуации с пандемией. Сегодня совещание это пройдет, должно пройти во всяком случае. Вчера мы связались
связывались с пресс-секретарем республиканского правительства Ольгой Красноногой. Она сказала, что необходимость вакцинировать 60% населения – это, цитата, задача, которую ставит перед властями президент России. Вот так. И поэтому они говорят, что понимают, что нужно вакцинировать много людей для того, чтобы сформировать некий коллективный иммунитет и, наконец-то, эту ситуацию с пандемией хоть как-то наладить. Потому что она, выходит из-под контроля, особенно сейчас вот мы наблюдаем это в Москве и Московской области, и не только там, кстати. И пока обязательная вакцинация от COVID-19 в регионе не предусмотрена, но сегодня этот вопрос будет обсуждаться все-таки. Вот я думаю, интересно, пойдем ли мы по пути Москвы той же самой, где вчера, я напомню, подписали постановление о проведении обязательной массовой иммунизации населения. Там прививку должны будут сделать работники сферы услуг. Это там огромный перечень. Это торговые компании, салоны красоты, общественного питания, бытовых услуг, организаторы массовых мероприятий, кстати, и так далее. Вот так. Такси, общественный транспорт. Слушай, я где-то вчера увидел, промелькнула информация, что якобы ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, признал законным как раз-таки проведение обязательной вакцинации. Вот, там надо, конечно, в ряде случаев, да, я тоже об этом слышал, это решение было вынесено еще несколько недель назад, насколько я понимаю. Там в ряде случаев действительно обязательная вакцинация, это нормально, по мнению судей. Но на самом деле, вот как раз мы в своем материале приводим слова адвоката Лиги защиты прав пациентов Дмитрия Айвазяна. Он заявил изданию Insider, что обязательная вакцинация нарушает и Конституцию России, и законодательство об охране здоровья граждан. Потому что в Конституции там есть, я дословно сейчас не вспомню, такое положение, в котором декларируется, что человек не может быть подвержен принудительно каким-то испытаниям, в том числе медицинским. Вообще, да, это вот такое. Так, если посмотреть, подпадает именно под этот пункт Конституции. Вообще, конечно, противоречивая история. Я вот как человек вакцинированный вроде бы за то, чтобы вот это вот действительно уже снять эту проблему и решить. А с другой стороны, понимаю, что вроде как, за руки людей не приведешь и не уколешь же их через силу. Тоже... Можно уволить. Вот. Есть такой вариант, но тоже так себе вариант, скажу я вам. Конечно, да. Ой, вчера тем более какая-то ситуация власти вообще. Москвы сказали, у человека все равно есть выбор, он может и прививаться, и не прививаться, поэтому это не нарушает его права. Но при этом уже работодателям там, значит, какие-то штрафы готовы выписывать миллионные за то, что у них сотрудники не привиты. Работодатель вправе будет предпринять соответствующие санкции к сотруднику, который виноват. Да, конечно, но мы все понимаем эти взаимоотношения, которые возможны в таких случаях. Вернемся, как говорится, в Уфу. Рэпер Фейс назвал Уфу некрасивым и скучным городом и заявил о необходимости расходовать бюджет более основательно. Об этом пишем мы на Эхе, а на самом деле все произошло потому, что наш соотечественник, наш земляк, точнее, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видео есть на канале, соответственно, у Гордона. Посмотрите. И отдельный блог был посвящен Уфе. Цитирую Фейса. «Меня всегда туда тянет, когда я не там. Он мне часто снится, какие-то моменты моего детства в Уфе, подросткового возраста, как мы там что-то с друзьями делали, но в целом сейчас, когда я туда приезжаю, я понимаю, что что-то не очень-то и хороший город», поделился Фейс. И дальше он добавил, что уфимской власти необходимо пересмотреть принципы расходования бюджета для того, чтобы город стал хотя бы как Казань. Хотя бы. В ответ Дмитрий Гордон заявил, что рэпер размечтался. Правильное расходование бюджета зачастую невозможно, добавил Фейс. Это вот видеть надо и мимику, в общем, выражение лица, то, как это Фейс с переживанием, скажем, доносит до своего собеседника, и видно, что ему не все равно. И в целом он, к сожалению, вообще ничего хорошего выделить не смог и ничего не вспомнил. Вот у нас Салават Юлаев есть, вот у нас монумент дружбы есть, и все. И что делать в городе, и он не смог, короче говоря, выделить. Наверное, тут все-таки можно прислушаться к его словам, отчасти я с ними согласен, отчасти. Это же как всегда. Отчасти со всеми можно согласиться. Но вот эта вот часть, она всегда может быть разной, да? 10%, 50% или на все 90%. Что ж, материал «Коммерсанта», большая статья вышла у них через круглый стол, пропустили ТикТок. Башкирские власти обеспокоились молодежными ценностями. Вот так. И, знаете, больше проблем нет. Преодолеть демографический кризис с помощью волонтеров, загрузить подростков занятиями в кружках и секциях, защитить молодежь от политических акций и музыкантов, рекламирующих наркотики.
Такие задачи поставили перед обществом участники круглого стола, прошедшего в Курултае, Башкирии. Значит, мероприятие называлось «Формирование ценностных ориентаций молодежи. Проблемы, традиции и современность». Модерировал это заседание председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, бывший ректор педуниверситета Раиль Асадуллин. Он сказал, что причина, по которой проводится круглый стол, это, цитата, «шокирующие события, произошедшие в последнее время». Вероятно, он имел в виду трагедию со стрельбой в школе в Казани, к которой выступающие неоднократно обращались. Это вот журналист «Коммерсанта» так пишет. В круглом столе очно и по видеосвязи участвовали представители системы образования, депутаты, районные чиновники. Всех участников мероприятия волновало влияние блогеров и платформы TikTok на подростков и участие молодежи в протестных акциях. Даже член фракции «Единая Россия», это вице-спикер аж парламента Рустам Ишмухаметов, заявил, что из-за геополитической обстановки нашей молодежи пытаются сформировать чуждые ей ценности, и мы должны этому противостоять. Депутат призвал защитить молодежь от несанкционированных политических акций и музыкантов, рекламирующих наркотики, как я уже говорил. Ну, тут огромная статья, очень много разных. Вот, кстати, директор ГУП ТРК Башкортостана, я не могу пропустить, Рустам Зарфуддинов предложил, что говорить с молодежью нужно на ее языке и делать хулиганские видеопроекты, интересные и понятные подросткам. Вот так. Вот, слушай, здравое дело. Ну, вот как раз в этой концовочке, наверное, и есть. А иначе как? Пытаться хотя бы даже влиять. Потому что, когда мы говорим сухим чиновничьим языком, озвучим какие-то запреты, но это совершенно вот по барабану, грубо говоря, да, тем, кому это адресовано. А если, может быть, на одном языке попытаться, ну, хоть какие-то шансы появятся. Один язык — это когда вы снимаете видео, хотя бы какие-нибудь там, в том же самом ТикТоке их размещаете и пытаетесь как-то вот через эти каналы коммуникации общаться, а не через телеканал БСТ, например. Наверняка. Ну и еще про регулирование и запреты. Правда, ПФО возвращается к теме электросамокатов и напоминает, что 23 июня уже Курултай Республики примет в первом чтении поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях, существенно ужесточающие порядок использования электросамокатов в городах и вводящие санкции за нарушение этих правил. Нельзя будет кататься на электросамокате детям, будет запрещено их использование в состоянии опьянения, попадет под запрет катания на одном электросамокате двух и более лиц. На первый раз нарушители будут штрафовать на сумму от 1000 до 2. Повторное нарушение будет стоить от 2 до 4. Ну и тему эту обсудили, соответственно, «Единая Россия». И тут целый был, круглый стол. Я, кстати, вчера испытал один из электросамокатов, по центру города ехал и понимал, что местами его скорость тупо падает до 15, местами вырастает до 25. Много где, кстати, сейчас, и, кстати, не все сервисы. Там, где до 15, ну просто вот прям вот не хватает, честное слово. Вот это едешь, правда. Широченный тротуар, нет никого. А как иначе? Потому что вот мы с вами, например, нормально ездим. Да, я видел лихих людей, которые... Нельзя так говорить. Я вроде как бы нормально езжу, а мало ли, вот что-нибудь не то случится, неловкое движение, и ты уже съехал в бок, и там может быть кто угодно, пенсионер, вот не дай бог трагедия, которая произошла вот на фирме «Мир». Да, все понятно, здесь логично, поэтому здесь нельзя, наверное, спорить с этим. Ну что, один материал, я не буду его читать, просто хотел бы предложить вам его прочитать. Это реалии. 60 лет назад Рудольф Нуриев попросил в Париже политического убежища и остался на Западе. Это большой материал о том, как вообще вот политическое убежище Рудольф Нуриев запрашивал, почему он переехал и так далее. Тут вот даже официальный доклад об измене родине артиста балета Нуриева приводится и так далее. В нем говорилось о подозрительных связях артиста с людьми сомнительного поведения, о нарушении дисциплины и так далее. Там говорили, что он потерял совесть. Такие вещи невозможно отстраниться от параллелей, невольно возникающих в голове. А мы заканчиваем обзор прессы и послушаем фрагмент «Персонально ваш» с руководителем Алтын-Курая Ильдаром Ишеевым, который был вчера в гостях. Правильно ли я понял, что на сегодняшний день в условиях, когда у нас официально, в принципе, власти заявляют, что денег нет, фонд «Урал» тоже не финансирует, вы предлагаете некое решение. Конечно. Но это решение не принимают и даже не подходят к тому, чтобы обсудить это решение. Ну да. Какие-то дополнительные подробности можете озвучить? Откуда возможно это финансирование? Дум РФ, команда Равиля Гайнуддина. Я общался с Дамир Хазратом, это первый заместитель Равиля Гайнуддина, с управляющим делами Дум РФ. Люди очень ответственные. Официально рабочая встреча. А идея в чем? Что Бергалин ведет какую-то непонятную свою политику. Как я понял их, они не хотят с ним дело иметь по возобновлению строительства. Почему? Потому что сегодня и в судах,
И мы считаем, команда Бергалина отвечает за то, что незаконное было возобновление строительства. Вот, Руслан, это первый вопрос, из-за которого я стал посредником. Сакцентируем. Получается, вы сейчас не только в роли представителя компании, которая раньше вела работу, но и в роли некого парламентера, что ли? Ну, получается, наверное, так. Ясно. Почему я парламентер? Потому что я в эпицентре и как строитель, до сих пор строитель, да. Формально, юридически, да, вы так и не являетесь. расторгнуты до сих пор. Поэтому со мной вели, видимо, разговор, чтобы я довел, как человек, участвующий в этом деле, до руководства республики. И почему напрямую не могут? Вот эти люди важные, московские, близкие, скорее всего, к администрации президента, не могут напрямую пообщаться с администрацией главы Башкортостана? Хотя бы с администрацией для начала, а потом уже... Я думаю, там все просто. Вот вы, предположим, меценат. Ну вот вы, Руслан, почему не звоните вот главе? Ну, вам же хочется, чтобы главный человек республики, сам пришел. Наверное, вас попросил, так ведь? Угу. Иначе как-то вот... Ну, как бы деньги, если у меня так, есть... Вам что, некуда деньги, что ли, тратить? Ну, в общем, да, я не должен ходить и предлагать направо и налево. Наверное, да? я должен оценить тех, кто у меня просит, и кому-то из них выделить. Ну, наверное, это и нормально. Угу. Но если не хочет глава республики, наверное, должен кто? Кто отвечает? Бергалин? Ну, наверное, он должен был, услышав наш с вами эфир, как-то сразу проверить это дело. Но по вашим данным, я так понимаю, на сегодня ничего этого не сделано. Знаете, я поэтому говорю, я не знаю их политику, вот поэтому там я слышал слухи, там какой-то казанский след, какие-то там еще амбиции, что-то еще. Тогда пусть сами решают финансовый вопрос. Будут выборы в Госдуму, и уже прошли праймерис, и там фигурирует фамилия одного из кандидатов, который находится в лидирующей части списка, и некоторые наши источники сообщали, что он в этом списке, Резван Курбанов, я имею в виду, там неспроста для того, чтобы, профинансировать как раз мечеть. Что вы можете на эту тему сказать? Руслан, дай бог. Я ничего про это не слышал. Я не думаю, что человек, чтобы пройти в Думу, 5-10 миллиардов где-то там... Это дешевле, да? Мне кажется, дело не в том, что дешевле или дороже, но не шутейные деньги. Я понимаю, когда фонд «Урал», там было понятно, прозрачный источник финансирования, понятно, Дум был тогда как благополучатель, были разработана абсолютно прозрачная система законного финансирования, где благотворитель напрямую на расчетный счет жертвовал благополучателю, то есть религиозной организации. Религиозная организация стала кем? Застройщиком, получила недострой, земельный участок, соответственно, достраивал объект. Мы прослушали фрагмент программы «Персонально ваш». В гостях был директор Алтын-Курая Ильдар Ишаев. Да. По проблемам мечети более подробно можете, конечно, послушать, наверное, весь эфир. Там довольно любопытные новшества, скажем, в этой истории могут возникнуть, по крайней мере, в ближайшем будущем. Кстати, сегодня в программе «Персонально ваш» мы ждем независимого федерального демографа Алексея Ракшу, который стал известен еще в прошлом году, когда началась пандемия. Разберем статистику со смертностью, с коронавирусом, с избыточной смертностью прежде всего, по Башкирии в частности. Эфир после 15 часов. Присоединяйтесь и вопросы свои шлите. Это очень интересный спикер, на мой взгляд, и поэтому прям стоит просто послушать сегодня обязательно. А сейчас мы поголосуем на тему того, как раз-таки, что нас ждет, возможно, в ближайшем будущем. Я имею в виду принудительную вакцинацию. Как зададим вопрос? Определенной категории, да. Сфера услуг, то есть сотрудники общественного транспорта, там, компаний, да, парикмахерских и так далее. Вы поддерживаете обязательную вакцинацию сотрудников, работников сферы услуг. Вы поддерживаете 262 72 47, не поддерживаете 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Поддерживаете ли вы обязательную вакцинацию работников сферы услуг? Да, поддерживаю, 262 72 47. Нет, не поддерживаю, 262 72 48. Если вы сами работаете в сфере услуг, вы можете нам об этом написать, потому что одно дело голосовать, не будучи тем, кому это грозит, а другое дело, соответственно, все-таки соотносить это на себя любимого и принимать решение, то ли вакцинироваться и дальше работать, то ли уволиться, если того потребует работодатель. Я бы, конечно, опять же так вопрос не ставил, надо вакцинироваться без относительно того, являешься ли ты работником сферы услуг и заставляют ли тебя это сделать. По-моему, это нужно делать самостоятельно, но не все так думают, поэтому мы, соответственно, такой вопрос ставим. Здесь инициатива, да, политиков в Москве, Московской области это уже вчера ввели, подписали, как мы уже говорили, соответствующие постановления, главные санитарные врачи. В Башкирии сегодня это могут сделать, но будут, во всяком случае, рассматривать такую идею, так скажем. И вы знаете, на самом деле, вот если вы считаете, что действительно
действительно, человек, к которому вы, например, приходите стричься в парикмахерскую, или в транспорте кондуктор там и так далее, они могут, по идее, там, вас заразить и так далее, да. Если вы считаете, что такие люди должны быть привиты, это для вас в том числе безопаснее будет, да, если вы тоже привиты. Если вы так считаете, ваш номер телефона 262 72 47. Если вы считаете, что не нужно никого заставлять прививаться, вы вообще против этого выступаете, что люди сами должны решать вне зависимости от того, в какой организации они работают. Если вы так считаете, 262 72 48. Начнут с работников сферы услуг, закончат грудничками, пишет пользователь нашего YouTube, точнее, участник нашего чата в YouTube. Ну, вообще, да. Ну, в смысле, насчет грудничков, наверное, я бы не стал так утрировать, но если начнется принудительный процесс с определенных категорий, то наверняка список этих категорий со временем будет расширяться. Если, опять же, люди сами не пойдут и не встанут в очереди. Ну, работники сферы услуг — это большая доля российского общества, и поэтому, мне кажется, если они все привьются, то уже будет достаточно примерно вот хотя бы на первое время, и потом уже остальные люди, возможно, сами. Ну, знаете, на что бы я хотел обратить внимание? Вот в России принудительную вакцинацию вводят. Сколько у нас там? 12% населения, да, привито, по официальным данным. При этом в Соединенных Штатах Америки, например, там уже далеко за половину всего населения получили прививку, и там этой принудительной вакцинации не вводили. Люди сами приходили и мы, конечно, можем иммунизировались. порассуждать на тему того, почему так происходит, но это, наверное, тема отдельного большого разговора. Кстати, я тут подумал, вот мы говорим про российскую статистику 12,5%, и ведь надо понимать, что эти цифры тоже не все сформированы благодаря добровольной вакцинации. Ведь в этих цифрах находятся сотрудники крупных, например, нефтяных компаний, которых давно уже работодатель стал принудительно вакцинировать. Получается, у нас добровольных граждан, которые пришли сами, практически, я не знаю, стремится к нулю это количество. Вот, можно предположить, опять же, я здесь не могу утверждать. Ну, потому что тот же Ради Хабиров, глава Башкирии, на одном из на нескольких оперативных совещаниях говорил, что крупные компании должны, как-то повысить, ускорить темпы вакцинации своих сотрудников. И, конечно же, это не закон, слова Ради Хабирова в данном случае, которую он устно выразил, но предприятия правильно понимают, так скажем, и они, естественно, не будут перечить и будут предпринимать какие-то меры. Зайнула пишет, ничего обязательной вакцинации не даст, вирус давно гуляет по планете, и каждый уже десятки раз встречался с ней, с ним, видимо, с вирусом. Артур пишет, люди часто ленятся пойти в поликлинику, пусть медики приезжают к ним на работу. То есть тут и такое может быть, банальная лень и вера в авось, да? То есть я, в принципе, не против, его ходить, вот придет как-нибудь время, случай, как-нибудь и уколюсь. А так, в принципе, нормально же все было, до сих пор, и и дальше будет нормально. Так, правда, это есть. Давай цифры подведем тогда, что у нас? 57% человек поддерживают обязательную вакцинацию работников сферы услуг, и остальные 43% выступают против. Вот так разделились голоса почти поровну. Мы уходим на федеральные и региональные новости. Во второй половине часа с нами на связь выйдут 2 человека, общественники. И поговорим, кстати, в том числе с Антоном Орловым, координатором регионального профсоюза медиков действия, о коронавирусе и больницах. Доброе утро, 6:30 в Москве, на Эхе Новости, в студии Андрей Шашков. Китай запустил пилотируемый корабль Шэньчжоу-12 к своей строящейся орбитальной станции Тяньгун. Туда отправили 3 космонавтов. Запуск состоялся в 9:22 по местному времени, 4:22 по Москве, с космодрома Цзюцзюань в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Еще 3 редакторов студенческого журнала «Докса» вызвали на допрос в качестве свидетелей. Он пройдет сегодня. Подозреваемыми по этому делу уже проходят 4 других сотрудника «Доксы» — Алла Гутникова, Армен Армян, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич. Всех их держат фактически под домашним арестом и вменяют в вовлечение несовершеннолетних в митинги. Поводом для этого послужил их ролик с призывом прекратить давление на студентов из-за их политических взглядов. Вины ни один из фигурантов не признает. В Петербурге арестовали обоих мужчин, избивших подростков в ночь на вторник из-за сережки в ухе, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Арсену Багандову и Руслану Бедоеву вменяют статью хулиганства в составе вооруженной группы. Им грозит до 7 лет. По данным следствия, они, решив из-за сережки
подростки, что 16-летний мальчик перед ними гей, повалили его на землю и нанесли не менее 20 ударов по голове. У юноши диагностировали отслоение сетчатки, он может ослепнуть. Сестра пострадавшего писала в соцсети ВКонтакте, что вскоре после подачи заявления ей перезвонила из Следственного комитета женщина, которая представилась Александрой Кадыровой, и сказала, что нападавших отпустят. В Костромской области ввели 7-дневный карантин для приезжих из других регионов. На сайте городского правительства появилось требование сообщать о своем приезде по телефону 112. Правда, что будет с теми, кто этого не сделает, неизвестно. Более того, оговаривается, что новые правила не распространяются на туристов, на командировочных, на следующих через регион транзитом, а также на привитых от коронавируса, либо имеющих на руках отрицательный тест, полученный не ранее, чем за 72 часа. 16 июня в регионе выявили почти полсотни новых заболевших, вдвое больше, чем месяц назад. Ранее 2-недельную самоизоляцию для приезжих ввели в соседней Ивановской области. Третий по величине алмаз в мире нашли в африканской стране Ботсвана. О находке, сделанной еще 1 июня, объявили только сейчас. Камень имеет вес 1098 карат, то есть больше 200 грамм, и размеры примерно 7 на 3 на 5 сантиметров. Его планируют продать либо через англо-американскую алмазную компанию De Beers, либо через госкомпанию Акаванго. Крупнейшему в истории алмазу Кулинан, который нашли в Южной Африке в 1905 году, этот камень уступает по весу почти втрое. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 3 копейки, евро 87,35. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, днем до 24-25 и также ясно. Андрей Шашков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. В любой сложной ситуации сохраняйте спокойствие, дышите ровнее. А если нужно лекарства, ищите их на сайте и в приложении farmland.ru. Farmland.ru. Удобный поиск лекарств. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Категория 18+. Премьера в Башкирском государственном театре кукол 19 и 20 июня в рамках проекта «Куку Проджект» на малой сцене театра состоится интерактивный спектакль для самых маленьких. Чем пахнут одуванчики? Герои сказки «Зайка, Белочка и Медвежонок» расскажут малышам о том, что такое лето и какие чудеса происходят в природе в самое теплое время года. Завершится программа мастер-классом по скраббукингу и фотосессией в декорациях спектакля. Начало в 12 и 14 часов, категория 0+. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Хозуправление правительства Башкирии ищет подрядчика для охраны резиденции главы республики. Хозяйственное управление номер 2 по итогам конкурса заключит контракт на охрану резиденции главы республики с обществом СБП, сообщает «Коммерсант Уфа» со ссылкой на сайт госзакупок. Компания была единственным участником конкурса и предложила исполнить контракт начальной стоимостью почти 5 миллионов рублей. Период оказания услуг с 1 июля по 31 декабря текущего года. Охранная организация должна выставить 8 круглосуточных постов на 4 объектах. 3 поста на территории общей площади около 23 гектаров и в 2 километрах к северо-востоку от деревни Вязовка Кармаскалинского района. По 2 поста на территории площадью почти 2 гектара на улице Зорги 5 и на территории площадью почти 1 гектар на улице Пушкина, также на других объектах. Кроме того, на территории возле деревни Вязовка нужно обеспечить 2 обходных поста круглосуточного патрулирования охраны. На улице Пушкина патрулирование с 20 часов до 8 часов утра. У сотрудников мобильной группы и охраны должно быть оружие и спецсредства. Необходимо обеспечить внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах, охранять имущество и сами здания.
4 сотрудников Зилаирского лесхоза обвиняются в незаконной рубке леса на 5 миллионов рублей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против директора, его заместителей и 2 работников госпредприятия «Зилаирский лесхоз», обвиняемых в незаконной рубке леса. По данным следствия, в 2016 году мастер участка сговорился с участковым лесничим. Используя технику лесхоза, подозреваемые вырубили сосновый лес на сумму свыше 2 миллиона 800 тысяч рублей. На следующий год еще на 672 тысячи рублей, а на следующий на сумму свыше 1 миллиона. Следственный комитет считает, что подозреваемые вырубили леса объемом более чем 350 кубометров по пород сосны, березы и осины. Тем самым лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на 5 миллионов рублей. По данным Яндекс.Погоды, в Уфе сейчас плюс 22, днем облачно с прояснениями до 25 градусов, местами возможен небольшой дождь. Айдар Ахмадиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. А мы продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, а также на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, где есть чат, с помощью которого мы с вами можем в том числе общаться в интерактивном режиме. Ну, старые добрые средства связи СМС, WhatsApp и Telegram также работают. +7 927 304 10 51. Вначале поговорим с одним из лидеров общественного движения «Дворы наши» о вырубке деревьев в Уфе и махинациях со стороны чиновников мэрии, о которых заявляют сами активисты. Вот, кстати, любопытный момент. У нас жителей в Уфе много, как известно, да, 1 миллион как минимум есть. Но в то же время вот таких вот людей, кто действительно борется за свои права, ну, можно на пальцах одной руки сосчитать. Понятно, что не все удается. Понятно, что к самим активистам тоже иногда бывают вопросы. Иногда, вот на мой субъективный взгляд, они тоже, наверное, где-то передергивают, где-то перебарщивают. Не без этого. Вот. Но в целом вот сам факт того, что люди собираются каким-то образом, организуются как минимум и пытаются сформулировать общие, единые точки зрения, это отрадный факт. Потому что зачастую люди даже в пределах подъезда не могут скооперироваться и, я не знаю, покрасить скамейку пусть будет. Вы знаете, чем я объясняю вот это передергивание фактов иногда общественниками, активистами? Дело в том, что когда власть передергивает, то тут тоже вот приходится, наверное, и вот такая модель поведения, она становится присуща вообще всем. Да, и мы ее перенимаем. Наверное, есть такая теория, как бы, почему так происходит, это предмет обсуждения отдельных специалистов, но мы будем все делать для того, чтобы просто вас об этом оповещать. Леонид у нас на прямой связи. Доброе утро. Леонид, вы нас слышите? Да, доброе утро. Леонид, да, вот давайте все-таки начнем с того схода граждан, да, как вы его называете, который прошел в конце прошлой недели. Насколько я понимаю, против чего выступают жители улиц Шафиева и Зорги? Против вырубки леса, против того, что повреждаются деревья, корни деревьев во время так называемого благоустройства, выполненного по проектам, нарисованным на бумажках, без печати, без общественных обсуждений, против того, что в лесу за ЖК Шервуд огорожен забором большой участок общей территории общего пользования. Я так понимаю, этот участок просто огородили, да, без каких-либо там документальных оформлений изначально, что требуется? Ну, суть вот по огороженному участку за ЖК Шервуд. Напоминаю о том, что ЖК Шервуд получил разрешение на строительство в границах выделенной территории. То есть застройщик выкупил землю и начал на ней строить. При этом он получил разрешение на строительство именно в рамках той территории, которую он купил. Так как жители Шервуда жители, выступающие против строительства ЖК Шервуд, писали во все инстанции и получали ответы, Госпрожелнадзор выявил там нарушения, в том числе и то, что там территория, она
была выделенная под строительство, занята, она никак не соответствовала той стройке, которая в ней производилась. То есть по территории там не хватало ни парковочных мест. Застройщик сначала, получив первое разрешение, заявил о том, что у него там якобы какой-то договор в лесу там с каким-то ООО «Актив», который потом они расторгли. Другая территория была якобы дворца спорта, у них там выделена территория общепользования тоже для... Хорошо, Леонид, давайте все-таки перейдем к тому, как общение с чиновниками проходит. Насколько я понимаю, на жалобы жителей никак ни мэрия, ни главы администрации районов Уфы не реагируют. Выезжал глава администрации района, частично документы, как жители просили, документы были предоставлены. Но мы сейчас до сих пор не дождались еще, как раз у нас последний сход был позавчера. Да, позавчера последний сход был. То есть в начале этой недели. Да, и представители администрации также приходили, то есть пытались объяснить позицию свою. Какой-то диалог, в общем, выстраивается, но, я так понимаю, дело я бы не сказал, особо. что диалог все-таки каждый о своем. То есть мы говорим, почему это происходит, нам отвечают, что это все благоустройство. То есть основная проблема в том, что общественных суждений конкретно по захваченному участку застройщикам не было. Но на самом деле... Проект согласовало Управление коммунального хозяйства и благоустройства, которое взяла на себя функции, которые, я считаю, что совершенно им не принадлежат. То есть они слишком много стали согласовывать. Леонид, хотел бы уточнить, вот эти сходы, в частности последний, сколько активистов участвуют в этих мероприятиях? Вот какова группа этих самых граждан, которые пытаются что-то сделать? Я не могу сказать. Общественное движение «Дворы наши» точное количество оно не имеет, потому что это общественное движение, в него вовлечены жители неравнодушные, которые все-таки проживают в основном на территории района, прилегающего именно к лесу Зорги. Оно и было как-то сформировано в основном. В ходе проведения последний сход, например, это очное мероприятие. Собрались впятером, 50 человек, 100 человек, сколько там, я не знаю. Это мероприятие проводилось на территории микрорайона. Последнее мероприятие где-то было. Я не могу точно ответить, почему, потому что люди же приходят, скажем так, у кого-то дети просятся домой, да, то есть такое мероприятие, которое не подразумевает, что присутствие. Считать под подписи и так далее мы не требуем, приблизительно, по вашим оценкам. Приблизительно у нас, скажем так, несколько десятков. По нашим данным, мы писали материал об этом сходе, люди заявляли о том, что на пике было 50-60 человек примерно, потом их стало, конечно, меньше. Спасибо большое, Леонид Бирюков с нами был на связи, один из лидеров общественного движения «Дворы наши». Мы говорили о вырубке деревьев и об этом активизме, так скажем, но на самом деле много у нас... Хотя, конечно, нет, немного. Миллионный город. Это не тот случай, есть активисты, так скажем, которые против точечной застройки в том числе ведут работу, так скажем, борются. Например, Алла Яковлева сейчас с несколькими другими активистами из разных горячих, так скажем, точек в Уфе находятся в Москве. Они вчера приходили в мэрию столицы России к мэру Сергею Собянину, просили объединить Москву и Уфу, потому что Сергей Греков якобы никак не справляется с его задачами поставленными, а Собянин сможет. Креативности им не занимать, если честно, действительно, они находят какие-то нестандартные варианты и способы заявить о себе, и, в общем, удается, они попадают в информационное поле. Но, кстати говоря, такого рода затратные уже акции, они начинают вызывать вопросы у тех, кто им оппонирует. А деньги откуда? И вплоть до того, что там безработная Алла Яковлева приехала с группой единомышленников в Москву, и это не дешевое удовольствие, значит, у них есть якобы спонсоры, которые их на это дело, науськивают, как говорится. Насколько я знаю, я с Аллой
каналы общаюсь, ну, как журналист, понятное дело, да, по инфоповодам довольно часто, и я знаю, что они собирают деньги вот в этой группе огромной, да, жителей, они на такие акции собирают деньги иногда, и в том числе поездка в Москву, вот недавняя поездка в Москву с Альбертом Рахматуллиным и Аллой Яковлевой была оплачена из средств людей, которые перечисляли на счет, вот, жертвовали, это, так скажем, кстати, вполне деньги. уместно и возможно, и вот я к чему клоню, да, то есть в этой ситуации любому активисту, конечно, есть смысл вот четко показывать и демонстрировать, откуда каждый рубль пришел важно, и да, куда он ушел. Иначе очень легко перевернуть, как говорится, факты и представить их в удобном свете для тех, кто выступает против. И назовут вас иностранным агентом потом. Вплоть до этого. Ну, как минимум, продажным, я не знаю, блогером могут назвать, и, в общем, тогда будет очень сложно доносить свою информацию там до официальных лиц. Они могут легко самоустраниться и сказать, что мы здесь не общаемся, речь идет о продажных товарищах. У нас в чате пишут, что ждут Антона Орлова, координатора независимого профсоюза медработников «Действия», который ведет огромную работу по защите прав медработников. Ну что ж, давайте поменяем тему и свяжемся с Антоном. Я напомню, профсоюз «Действия» довольно последовательно, на мой взгляд, на протяжении уже довольно долгого времени пытается помочь сотрудникам разных районных, в том числе больниц, например, из Ишимбая. Там больше 30 исков они совместно с прокуратурой подали в суд из-за того, что вот эти надбавки за работу с коронавирусом, за борьбу с вирусом не выплачивали. Антон с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро, Айдар. Что сейчас происходит в больницах? Каковы настроения медиков? Что там с выплатами и в целом с борьбой с коронавирусом? Ну, проблема выплат, как вы уже знаете, да, неоднократно мы это с вами обсуждали, возникла еще в том году. Все, честно говоря, устали уже. Честно говоря, вот наши, по крайней мере, товарищи по профсоюзу, да, устали за ними бегать. То есть у нас вот до сих пор идут суды в Ишимбае. Почти все иски из поданных 36 мы выиграли. То есть у нас, по-моему, один только отказ, там за 1 месяц был подан иск. Товарищи в Учелах вот подают иски. То есть вот мы в судебном порядке взыскиваем недоплаченное по прошлогодним постановлениям правительства. Но, честно говоря, настроение ухудшается, потому что видим вот эту третью волну, как бы давно ожидаемую, да. То есть люди действительно устают, люди ездят просто без заезда на базу. Вот на протяжении последней недели я провел опрос как бы среди наших, да, медработников, состоящих в профсоюзе «Действия». То есть действительно ситуация ухудшается. В Зубово, в ковид-госпитале мест практически не осталось, то есть людей ложат в коридорах. В принципе, вот ситуация вот такая. Антон, хотелось бы уточнить, о каких суммах идет речь в расчете на одного медработника? Вот, то есть за какие суммы они борются? Это первый вопрос. И второй сразу. Нет ли каких-либо санкций со стороны руководства в отношении тех, кто отстаивает свои права? Ну, смотрите, если мы говорим о прошлом годе до сих пор, да, то есть это в расчете на одного выездного фельдшера выездной бригады скорой помощи, это 14 900 рублей по 415 постановлению, 25 тысяч ежемесячно, 25 тысяч рублей по 484 и 17,5 тысяч по указу главы Республики Башкортостан номер 122. То есть вот 3 разных нормативно-правовых документа, нормативно-правовых акта, вот такие суммы как бы положены за оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией. Куда эти деньги ушли? Почему? Постойте, по поводу санкций надо второй вопрос еще. Ну, эти деньги сложно сказать, куда ушли, они, скорее всего, просто не пришли, потому что, понимаете... Про санкции вопрос был все-таки второй. Ну, санкции как применяются? То есть людям, в принципе, не выплачивают эти деньги, да, то есть не подавались документы соответствующим образом, не приходили эти положенные выплаты стимулирующие. Соответственно, ну, зависит от глав врача. Нет ли санкций со стороны руководства врачей в отношении тех врачей, которые отстаивают свои права? Я вот это имею в виду. То есть увольнение там, и так далее. Нет, с увольнениями, конечно, нет. То есть угрозы увольнением применяются, но чтобы уволить работника по инициативе работодателя, это очень сложно, тем более состоящих в профсоюзе, тем более в нашем профсоюзе. Поэтому, ну, применялись индивидуальные беседы, какие-то коллективные встречи, на которых людям объясняли, что, ну вот подождите, то есть выплатим, да, то есть вы кипиш не поднимаете, как бы. То есть вот такие методы применялись. Где-то индивидуальные беседы там с угрозами, да, что, то есть не шумите, но такого, что доходило до увольнений, прямых санкций, такого у нас, конечно, не было. Но я так понимаю, все-таки эти кулуарные, так скажем, разговоры, они никак не влияют на настроение медиков, они все равно продолжают эту борьбу? Нет, не влияют, нет, только еще усиливают, как бы.
Это интересно. А все-таки куда деньги уходят? То есть большие довольно суммы, тем более если считать там сколько, несколько десятков врачей их не получили. А эти деньги, они где вообще? Смотрите, то есть ситуация какая? Если мы говорим о прошлом годе, да, то это были федеральные целевые деньги. То есть бюджетные трансферы. Поэтому они, в принципе, могли и не прийти. То есть на этот ответ я вам четкого вопроса не могу дать, потому что они распределялись целевым образом, то есть по заявке, да. То есть в зависимости от количества медработников, которые оказали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, соответственно, из федерального бюджета приходили деньги целевые в республику. Соответственно, не подавались заявки, то есть медработники не считались оказавшими помощь пациентам с коронавирусом, и этих денег просто не было. Соответственно, вот то, что мы взыскиваем сейчас, например, в Ишимбае, да, это будет выплачивать уже конкретно больница, то есть лечебное учреждение из своих средств. А в чем мотив руководства больницы не подавать такие заявки? То есть деньги же все равно где-то остаются, они до них не доходят. В чем их интерес? Ну, был период, когда это просто была несогласованность, да, то есть было принято вот эти нормативно-правовые акты, они были приняты, в принципе, так сказать, федеральным центром, я имею в виду, правительством Российской Федерации. Они были приняты, так сказать, с добрыми намерениями, но воплощение их в жизнь легло на плечи, так сказать, районных больниц, да, и возникло непонимание, как трактовать эти постановления. Потому что упор был сделан на то, что сотрудники ковид-госпиталей должны быть основными, так сказать, получателями этих выплат стимулирующих. Но так как у нас профсоюз действия — это в основном скорая помощь, то есть по скорой помощи мы видели, что срезаются эти выплаты. То есть считалось, что то есть лечение, медицинскую помощь оказывают именно сотрудники ковидариев, да? То есть скорая помощь, привезли, отвезли, и все. То есть медицинскую помощь не оказали толком. Антон, вы знаете, что интересно? Медики — это все-таки бюджетники, да, в первую очередь. И мы тут много историй рассказывали и сами наслышаны их, что именно бюджетники там кучкой едут голосовать на выборах и так далее за определенных людей. Все-таки вот их настроение после подобных, так скажем, ситуаций, да, когда власть вроде бы обещала деньги, но никаких денег нет, да, им приходится жертвовать своим временем и здоровьем иногда, даже потому что это все-таки пандемия. Все-таки протестное настроение в отношении действующей власти или чего-то подобного нету, не наблюдается? Я, честно говоря, не в состоянии обсуждать политические предпочтения, вот, по крайней мере, наших товарищей по профсоюзу, да. То есть, люди просто устали. То есть устали, в принципе, физически и морально. То есть работа сейчас, которую медработники, сотрудники скорой помощи даже, да, в большинстве своем выполняют, она на них отражается чрезвычайно сильно. Поэтому сил на протест какой-либо, я думаю, просто не остается. Антон, тогда хотелось бы вашу личную позицию и позицию, если вы, конечно, ее знаете, члена вашего профсоюза по поводу вакцинации. Насколько вы считаете необходимым ее все-таки ускорить, усилить, возможно, принудительными методами? Вот смотрите, вакцинация однозначно необходима, да, но мы здесь встречаемся с удивительным просто феноменом в России, в нашей стране, да, что то, как она проводится у нас, и то есть вот эти низкие темпы вакцинации, чрезвычайно, да, это очень тревожный симптом, потому что и медработники в том числе испытывают огромное недоверие к вакцине, в том числе и из-за того, что какими методами ее навязывают, то есть принудительными. Понимаете, принудительные методы доверия к вакцине не вызывают никакого. То есть я постоянно слышу, да, что вот сейчас опять начали раздаваться сигналы о том, что кому-то не подписывают заявление на отпуск, потому что прививку не поставил. Кому-то, то есть просто в приказном порядке, да, указывают, то есть пройдите вакцинацию. И у людей это вызывает еще больше недоверия к этой вакцине. То есть и люди, в принципе, не информированы, медработники, я не говорю сейчас о простых даже гражданах. Это очень тревожный симптом. Понятно. Вакцинация однозначно нужна. Но нужна с таким серьезным заболеванием, конечно, то есть с таким серьезным заболеванием, как коронавирус, то есть иначе просто нельзя бороться. Но нужно, Антон, пересмотреть. Я так понимаю, медики тоже некоторые не доверяют вакцине, правильно? То есть некоторые не проходят иммунизацию, потому что нет доверия. Они не то, что, понимаете, то есть их заставляют в приказном порядке ее делать, да, и у них просто вот это стихийное недоверие какое-то, да, есть ко всему, что им навязывают.
руководства. То есть и такой вот на этом уровне какой-то есть стихийный протест такой. Но все равно проходит в итоге, несмотря на то, что доверия нет. Ну нет, на самом деле не проходит как раз-таки. Ага, то есть... А были факты увольнения человека за то, что он не вакцинировался? У нас таких случаев нет. И это вообще, в принципе, законом запрещено. Максимум, что могут сделать с медработником, отправить его в простой. То есть в соответствии с Трудовым кодексом, да, в простой на 2/3 среднего заработка. Это максимум, что могут с человеком делать. Уволить, то есть расторгнуть трудовой договор на этом основании абсолютно нельзя. Но угрожать увольнением, естественно, угрожают. То есть был вот недавно случай в Сибае, там медработников в центральной районной больнице, в городской больнице, тоже принуждали вакцинироваться под угрозами там и увольнения, и там отсутствие зарплаты, то есть там разные были. Антон, я только это вставлю немного. Антон, вот все-таки очень коротко, если медработника вот сейчас, который нас слушает, его принуждают, он куда может обратиться? Ну, тут смотря что значит принуждают, понимаете? То есть если ему какими-то конкретными санкциями угрожают, то есть прокуратура и госинспекция по труду. Если его конкретно ущемляют его трудовые права, то есть в каком-либо виде, да, там отказывают в отпуске, еще что-то, это госинспекция по труду и прокуратура. Ну, в общем, понятно. Я сейчас под занавес прочитаю сообщение нашей слушательницы Любови. Знакомая врач добилась выплат через суд. Ей сказали, что в медицине в Уфе она работать не будет. И сейчас она работает в Москве, пишет нам радиослушатель. То есть есть и такие случаи. Спасибо большое. Антон Орлов был с нами на связи. Региональный координатор профсоюза медиков «Действия». Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев. И Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Напоминаю, что после 15 часов демограф Алексей Ракша у нас будет в «Персонально ваш», поэтому не забывайте и присоединяйтесь к эфиру. Хорошего дня. Мягкой посадки вашим батарейкам.